Так, задача на волновую оптику. Спектр наблюдается с помощью дифракционной решетки, имеющей 500 штрихов на миллиметр. При расположении решетки, при расположении решетки угла за спектральная линия в спектре первого порядка наблюдается на расстоянии 9 сантиметров от щели в экране. Расстояние от решетки до экрана 40 сантиметров. Надо определить длину волны спектральной линии. Угу. Да, ну, в принципе, задача несложная по сравнению вот с предыдущей, да? Давайте разберем ее. Так, нам известно количество штрихов на 1 миллиметр. 500 штрихов на 1 миллиметр. 500 же, да? Ага, 500. Так, 500, давайте n обозначим, да, количество штрихов. 500 штрихов на 1 миллиметр. 1 миллиметр. Так, ну давайте миллиметр сразу в метр переведем. В стандартном виде запишу 10 минус третьей степени. Вообще, я детей всегда учу писать в стандартном виде, ну, чтобы удобно было вычислять. Так, дальше. 9 сантиметров. Это получается расстояние от щели до максимума первого порядка, да? 9 сантиметров. Так, порядок у нас первый, К первый порядок. Так, что у нас известно? Расстояние до экрана, от решетки до экрана 40 сантиметров, буквой L. Условие обозначено. 40 сантиметров тоже. Давайте сразу в метры переведем. В стандартном виде, опять же. Так, тут 4, 10 минус первой степени метров. Нам надо найти длину волны. Лямбда. Угу. Так, ну тут рисунок не обязателен, но я опять же сделаю, чтобы было понятнее. Так, у нас дифракционная решетка, да? Дифракционная решетка. Так, и экран. Вот это у нас дифракционная решетка. Дифракционная решетка. Экран. Так, перпендикуляр. Так, здесь нулевой. Так, ну здесь давайте первый порядок. К равен единице. Расстояние до экрана у нас L. Вот это у нас угол φ. Так, и вот это расстояние у меня А. До первого максимума. Давайте запишем условия максимума. Постоянная дифракционная решетки. Синус φ равен К лямбда. Угу. Условия максимума. Так, D. Давайте найдем D. Постоянную дифракционную решетки. N. 10 минус 3, 500. Так, что у меня получается? 10 второй степень, 0,2 минус 5, 2, 10 минус 6 метров. Ой. Так. Метр, давайте здесь метр на штрих. Так, дальше φ
надо найти синус фи, да, записать. Так, ну для этого рассмотрим вот этот прямоугольный треугольник и запишем теорему синусов. Теорема синусов. Так, теорема синусов что говорит? Отношение противолежащего катета на синус угла, да? То есть у нас будет, ну, в данном треугольнике это будет катет А, деленное на противолежащий угол, на синус противолежащего угла. Синус фи равен. Так. Нам известно вот этот катет, известен вот этот катет, да? А мне нужна гипотенуза, потому что тут угол я не знаю, два неизвестных получается, а этот угол я знаю, поэтому мне нужна гипотенуза. Ну, по теореме Пифагора я запишу. Гипотенуза будет равна, так, а в квадрате получается, да? А в квадрате плюс L в квадрате на синус 90 градусов. Ну, это единица будет. Так, и отсюда синус фи у нас будет равен а деленное на вот этот корень а в квадрате плюс L в квадрате. Угу. Все, теперь я могу выразить из этого условия лямбду. D синус фи, деленное на k, и вместо синуса фи я подставлю вот это выражение. D. Так, корень идет вниз. К под корнем здесь а в квадрате плюс L в квадрате. Все, теперь записали окончательную формулу, подставляем числовые значения. 2, 10 минус 6 степени, а у меня 9, 10 минус 2. Так, k порядок 1, под корнем у меня будет 9, 10 минус 2 в квадрате плюс 4, 10 минус 1 в квадрате. Маркер закончился у меня. Так, это минус 1, это в квадрате. Равно. Так, ну в числителе у нас будет 18, 10 минус 8. Правильно? Правильно. А в числителе у меня будет так. Посмотрим. 9 в квадрате. Так, я тут квадрат не записала, да? Так, давайте я воспользуюсь калькулятором. Ладно, пишу. 81, 10 минус 4, да? 10 минус 4 степени и плюс 16, 10 минус, здесь видно, да, что я пишу? 10 минус 2 равно. Так, давайте калькулятор возьмем. Так, ну тут я приведу в одинаковую степень. Плюс 16. И сразу под корень несу. Так, 4,1. 10 минус 1, это получается 0,41. Теперь 18 делю на 0,41.
Мгм. Так, ну приблизительно, да? Приблизительно 40. У меня получилось 44. Так, минус восьмой степени. Метр. Так, ну давайте в нанометрах запишем. В нанометрах это будет 440, да? Мгм. Ответ 440 нанометров. Мгм. Так, на что хочу обратить внимание. Ну тут, конечно, вычисления сложные, да? Мгм. Вычисления сложные, поэтому детям надо уметь вычислять, пользоваться степенями. Свойства степеней знать хорошо. А ну, остальное решаемо. Мгм. Да, дорогие коллеги, на этом разбор задач заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.